Уникальные свидетели глобальных изменений. Так о башкирских шиханах говорят ученые. В республику с 2015 года приезжают в экспедиции московские палеонтологи. Они считают, что шиханы могут дать ответы на вопросы, которые мучают специалистов со всего мира. С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук пообщалась и моя коллега Анастасия Чебаева. Белыми линиями показаны контуры современных континентов. Видите, как они сложены все. Вот здесь у нас это Кольский полуостров. А вот это все синее, это восточноевропейская плита. Она залита водой. И мы находимся примерно вот в этой точке. Правда, разница примерно в 290 миллионов лет. Шиханы тогда еще формировались и находились на дне моря. Все это рифы, но не коралловые, как иногда их называют, а куда более древние образования, отмечает палеонтолог Алексей Мазаев. Почти 10 лет назад ученый впервые приехал увидеть шиханы. С тех пор это ежегодная экспедиция. То, что называется стрельтомакские шиханы, это часть самой большой в мире рифовой системы. Это просто самая большая рифовая система, которая когда-либо существовала на планете. Шиханы – свидетели катастрофических землетрясений и хранители деталей крупнейшей перестройки биосферы планеты. Они формировались 10 миллионов лет. После того, как рифы перестали расти, произошло одно из крупнейших вымираний на планете. Благодаря этому кризису уже сформировалась биота, которая уже стала более-менее близка к современной. Но все равно потом был еще один крупнейший кризис на границе мела и палеогена. И вот он уже нас окончательно подвел к тому, что мы имеем сейчас. И в результате вот этой череды кризисов мы как бы обязаны, может быть, даже своим существованием. Понимаете как? Вот. Поэтому нам очень интересно, а какой же был мир до начала всех этих кризисных событий. И то, что мы можем найти, и будет являться ответом на этот вопрос. Поэтому к шиханам приковано внимание геологов со всего мира. Их населяли различные живые организмы еще во времена, когда они были рифами. В разрезе Шахтау Алексей Мазаев с коллегами нашли множество брахиопод, моллюсков, острокод. Такие исследования, они нам и раскрывают все это разнообразие и сложность организации биосферы, вот, динамику ее. И нам очень важно понимать, кто же населял, чтобы знать, как биологические системы реагируют на кризисные ситуации. Вот изучение прошлого – это ключ к будущему. То есть мы до сих пор не понимаем, на самом деле, как на планете меняется климат. В этой экспедиции было найдено как минимум 5 новых организмов, о существовании которых мы не представляли. Собрана уникальная коллекция. Были обнаружены реликтовые формы, которые считались вымершими задолго до формирования этих рифов. Но их нахождение опровергает устоявшееся мнение. Вот это информационное насыщение, которое получили шиханы в результате наших работ, они дают основу для создания музея. И я думаю, что это будет сделано, судя по тому, как в республике все развивается. Посмотрите, какие музеи у вас появились. Шульганташ, тому примеры не только. Развитие геопарков, то есть это вот как раз вот воспитание любви к своей земле. Я думаю, что все это будет, и этот музей, он будет иметь не только региональное значение. Все ученые мира, они стремятся сюда попасть, потому что вот эти шиханы – это уникальное явление. Интервью с палеонтологом Алексеем Мазаевым мы писали в юрте Лектории, туристического этнокомплекса, расположенного у подножия Таратау. Недавно его посетил Ради Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что развитие геопарка не остановится. За последний год гостями визит-центра стали 115 тысяч человек. Шиханы стали одной из главных точек притяжения туристов. У древних рифов, появившихся 300 миллионов лет назад, еще есть будущее. Анастасия Чебаева, Вадим Исламов, Марат Хамитов. Итоги недели.